Сегодня пресс-конференция премьер-министра Республики Абхазия Артура Артемовича Миквабия. Он нам расскажет о визите делегации Абхазии в Москву. Как вы знаете, в Москве 23 числа состоялась межправкомиссия, на которой с абхазской стороны возглавляет ее премьер-министр. Он расскажет, какие вопросы поднимались, и затем он вкратце расскажет вам о своем визите в Республику Крым и о достигнутых там договоренностях, о встречах. Добрый вечер, уважаемые журналисты, добрый вечер, телезрители. Межправкомиссия, 11-я по счету, состоялась 23 декабря. Наша делегация состояла возглавлял я ее, состояла она из министров, руководителей ведомств. Теперь я тогда уточню и скажу точную повестку дня, то, что мы рассмотрели, и дополнительные вопросы, которые там еще были. Это о предоставлении Российской Федерации текущей финансовой помощи Республике Абхазия в целях ее социально-экономического развития в 2015 году. И о ходе реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы. Что было отмечено, да? Все, что касалось текущего финансирования, то в целом там все эти планы были выполнены в 2015 году. Второй вопрос о ходе реализации инвестиционной программы. Не все пункты были выполнены. 7% нам поступило, и то они в основном поступили в конце года. 450 миллионов сейчас к нам поступает на различные мероприятия, предусмотрено строительство дорог, начало строительства дорог, оплата проектов, которые были сделаны. Я перейду теперь к 16-му. Вот эти объемы, которые нам не были поставлены, да, я имею в виду инвестиции, они практически все перешли на 16 год. Есть одна особенность, что даже самой Российской Федерации, если какие-то деньги по тем или иным причинам не освоены в регионах, то, как правило, они не переносятся на следующий год, надо их заново формировать, заново обсчитывать и так далее. В нашем случае этот вопрос решен. Все, что недополучили, поступит в 2016 году. Мы подписали по этому вопросу документы, в котором, в смысле, там 34 мероприятия и 220 объектов. Да? Мы много раз про них говорили, это включает в себя социальные, экономические вопросы. В чем важность вот этих всех мероприятий? Я уже сказал, что при тех трудностях и сложностях, в которых сейчас сложилась ситуация в Российской Федерации и вообще мировой экономике, нас никто не оставляет, нам будут помогать. Хочу здесь сказать, в будущем году мы увеличим пенсию без индексации. То, что нам недопоставили, в смысле, мы недополучили, да, определенную сумму по повышению пенсии. Например, на 8% поднимается и будут выплачены полностью. Такой документ мы подписали. Раз мы коснулись пенсии, я скажу одну вещь. На самом деле у нас достаточно большое количество людей, получавших российскую пенсию, не перерегистрировались. И получилось так, что у нас последние месяцы проходящего нынешнего года больше 12 тысяч человек выпадало. А осталось те, кому не выплатили, кто не перерегистрировался, примерно 1500. В прошлом году эта цифра была значительно хуже, более 10 тысяч человек. Сейчас мы оперативно эти вопросы устранили. Хочу обратиться еще раз к пенсионерам. Придите, перерегистрируйтесь. Я хочу вам сказать, что там есть ряд вопросов. Наиболее сложные вопросы касаются нашей сегодняшней
вопросов. Например, я поднял вопрос, мы НДС, в смысле, взимаем 10% ввозной, а Российская Федерация 18%. Мы поставили этот вопрос, чтобы уравнять наши взаимоотношения. Процесс этот непростой, это надо, чтобы в смысле, законодатели принимали это решение. Но мы подготовим документы. Хочу вам сказать, 2-миллиардный кредит, никто нам не будет его списывать. Хотя я хочу вам сказать, что мы готовы и будем платить. Мы затронули вопросы казначейства. Деньги поступили в этой связи. Я думаю, что в первом полугодии мы это запустим. Еще один вопрос, который, я думаю, что я получил полное понимание, это вопрос того, чтобы мы имели четкий график, в смысле денег, которые будут к нам поступать. Ну и ряд других вопросов, где нам обещали в этом отношении оказать содействие. И протокол был подписан. Заур Владимирович, вы были в Крыму, подписан ли договор по доставке инертных материалов, о каких количествах идет речь, и когда, какие сроки там начнутся? Мы вообще основательно подходим к работе с Крымом. Причем мы хотим быть ответственными. Первое, что хочу сказать, это первый визит иностранной делегации в Крым, когда она вернулась в родную гавань, да? И в этой связи мы обговорили мероприятия. Теперь по тому, что вы спросили. Сможем ли мы доставлять туда продукцию? У нас такая возможность есть, и мы при 2-3-месячной подготовке взятые обязательства выполним. Это про инертный материал. Мы до этого посылали наших бизнесменов, производящих напитки и воду. Ну, идет вопрос согласования. Это уже бизнес, да? Это надо посчитать, какая цена должна быть и так далее. Идет этот вопрос. У них тоже есть эфиромасличные культуры, и у нас есть эфиромасличные культуры. Мы хотели бы объединить усилия для того, чтобы организовать производство как у них, так и у нас. У нас есть еще одна очень важная область, это рекреационные услуги, да, в целом. У них тоже есть там достаточно большой опыт. И вообще идея заключалась так, что, может, организуем туры. Это неделя здесь, неделя там, и наоборот, неделя там, неделя здесь. Многим это нравится. Они одни виды могут там оказывать санаторного лечения, мы другие. И наоборот. Есть предложение, когда у нас есть, в смысле, вуз, мы возьмем сюда, а своих пошлем к вам. Что еще хотят? Фрукты от нас хотят в достаточно большом количестве. Цитрусовые, киви. То есть для нас расширяется рынок сбыта. Более того, мы договорились, что попробуем решить вопрос и создадим культурные центры. Наш у них, они у нас. Сколько предприятий будет задействовано в этом проекте и кому будет отдан приоритет? Ну, я хочу вам сказать, что на самом деле мы здесь отбор не устраиваем, специально кому-то мешать не собираемся. Мы хотим, если получится, задействовать 2 объекта. Это вот здесь Сухумский порт, Чимчинский порт. Вы говорили о том, что существует возможность организации пассажирских перевозок между Крымом и Абхазией. Какой вид таких перевозок наиболее оптимальный? Оптимальное море. К нам приезжали уже, я просто пока не могу никакие ответы сказать, приезжали, у них есть паром, ставим машины, он пассажирский, поедем. Просто я не могу сказать, сколько желающих отсюда поехать. Конечно, если мы скажем, что те, кто сюда приезжает, еще можете посетить Севастополь еще, я думаю, что тогда, на летний период, мы сможем. Объекты запланированы на следующий год, это сейчас договор, который будет. Назовите его. Это в Гаграх много мероприятий, включающие парковые зоны там, и так далее, там тоже достаточно много, и дороги там. Восстановление многих
объектов, касающихся энергетики. Там тоже достаточно большие у нас вложения. Дороги в городе Сухуми. Мы хотим вначале сделать все, что под землей, а потом сзади положить асфальт. Вот на первом этапе мы хотим сделать коммуникации, сделать все, да, провести. Под Кварчели больницу реконструировать будем. У нас выделяется в общей сумме 7 миллиардов 734 миллиона рублей, которые включают в себя вот 33 мероприятия. Еще и восстановление лифтов в Сухумских домах. В одном из домов номер 1 Лохба вы сами обещали, что вы будете делать. Да, я сделаю это. Я приехал, сейчас сделаю. Я в понедельник оплачу все это. Хорошо, мне просто не было. Я уже договорился. Хочу сказать, да, вот вы задавали вопрос. Очень много домов, которые будут доводиться до ума. Это связано с лифтами, с этими, как с подвалами и кое-где с крышами. Ну, те, которые надо срочно ремонтировать. Это практически во многих городах, в Сухуми, в Кварчели и так далее. Это тоже включено в бизнес-план.